А если бы проводился конкурс среди лучших комиксов, афганскому художнику Мохаммаду Саеду не было бы равных. Парень уже заработал $80 тысяч на своем супергерое – Человеке-колясочнике. После того, как дом Мохаммада разбомбили, он потерял способность ходить. Лишившись обоих родителей, мальчик пролежал в больнице целых 7 лет, пока не появилась возможность переехать в Америку и начать жизнь заново. Теперь Мохаммад поставил себе цель донести до людей, имеющих инвалидность, одну простую истину – нужно выходить из тени и бороться за свои права. 21-летний художник стал известен не только мотивационными речами, но и комиксами, которые создал самостоятельно. Я заметил, среди супергероев нет людей с ограниченными возможностями. Я придумал героя «Человек на коляске», который показывает преступнику последствия его действий. Мечта моего супергероя, чтобы война в Афганистане закончилась. Изначально комиксы несли в себе социальную составляющую, однако спустя время история о человеке со сверхспособностями набрала популярность в широких кругах. Финансовую выгоду мы не преследовали. Из своих средств запустили $1500 на создание сайта. Там опубликовали комикс, а затем напечатали 4000 экземпляров и заработали $80 тысяч. С Мохаммадом работает целый штат сотрудников. Он руководитель, идейный вдохновитель и автор сценария. Всего существует 5 персонажей, и их история целиком основана на реальных событиях. У меня есть еще один супергерой – Капитан Афганистан. Если в вашей стране создадут такого же героя, они могли бы подружиться – Капитан Афганистан и Капитан Казахстан. Помимо комиксов, Мохаммад изобрел и запатентовал лайфхак – приспособления, которые упрощают его жизнь, подставку для кружек и устройство, чтобы достать необходимые предметы с пола.